Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Кушнаренковскому району. Руководитель региона уже поручил проработать варианты решения проблемы с аварийным зданием поликлиники Центральной районной больницы. Посоветовал, куда можно двигаться в плане благоустройства в Кушнаренковском районе и пригласил на тематическое совещание в формате «Сельский час» руководителей агропромышленного комплекса «Столыпино», который занимается выращиванием и переработкой плодово-ягодных культур. Теперь по плану пожарное депо в селе Кушнаренково. Его строят в рамках проекта «100 объектов к столетию республики», но процесс из-за недостатка финансирования затянулся. Вот это, да? Так точно, вот эта пожарная часть. Запланирован, начал строительство у нас сентябрь 2018 год, и сдача планирована на октябрь 2019 года. Но в связи с перепроектированием у нас немножко она продлилась на полгода. Практически сейчас уже закончили, за исключением некоторых недостатков. Мы по республике сколько таких должны вот сейчас строить? У нас стратегия до 30-го года. 28 пожарных депо. Ну вот, так вот, 30-й год далеко, на год-два вперед. У нас в этом году проектируется 4 пожарных депо. Вот один, пойдем, да, хорошо. Построен и оборудован за 60,5 миллионов рублей. Общая площадь 1500 квадратных метров. Угу. Данный объект пожарное депо является 4-м за последние 2 года пожарным депо, который построен на территории республики. Ранее был введен в строй пожарное депо в селе Верхний Авзян, Тимясово, Зилаер. В текущем году проектируется 4 пожарных депо в селе Сайраново, Амзя, Булгаково и Красноусольске. Одновременно строим также базы для спасателей. В следующем году будут справлять новоселье спасатели на Павловском водохранилище, Нуриманском районе. При строительстве пожаро-спасательного депо ориентируемся на внедрение новых технологий. Пожарное депо в селе Амзя, города Нефтекамска, проектируем с использованием быстровозводимых конструкций. На время строительства пожарного депо будем устанавливать временные пневмокаркасные модули пожарного депо. Кроме того, в прошлом году республика вошла в проект программы МЧС России «Пожарная безопасность Российской Федерации». По мере поступления средств федерального бюджета планируется построить 7 пожарных депо в республике. Дополнительно к 28, да? Да. Уважаемый Владимир, с вашего разрешения, далее хочу предоставить слово эксплуатанту Кушнаренковского пожарного депо, начальнику Главного управления МЧС России Марату Латыпову. Уважаемый Ради Фаридович, продолжение. Этот пневмокаркасный модуль, когда пожарная часть построится, его можно передвигать в другое место, там, где нам необходимо поставить это депо. Это, во-первых. Во-вторых, спасибо огромное за построенное депо. Это уникальное здание. Почему? Потому что на сравнительно небольшой территории мы построили такой комплекс, где разместились сама пожарная часть, единая дежурно-диспетчерская служба мы размещаем на 2-м этаже здесь. Здесь же инспекция государственного пожарного надзора. И здесь же располагается сам отряд, который обслуживает еще 5 районов. Вот я хотел спросить, вот это на 5 районов, ближайшие районы, Нет, да? район Кушнаренковский они обслуживают, но сам отряд еще обслуживает, дежурная служба выезжает на пожары еще и в другие районы, 5 районов еще. Ну и здесь, приглашаю посмотреть, здесь... А на сколько автомобилей здесь? Здесь на 4 единицы техники. В настоящее время в боевом расчете 2 единицы техники плюс 1 резерв. Но еще одна единица техники, это у нас пока вакансия, так будем говорить. Мы списали эту технику, потому что невозможно было уже все, да? Да. А вот эти 2 единицы, они в каком состоянии? Новые? Хорошие? Мы одну технику новую мы им дали, но она немножко не подходит. Почему? Потому что мы рассчитывали здесь федеральная трасса. Мы здесь должны реагировать еще на дорожно-транспортные происшествия, деблокация дорожно-транспортных происшествий. Этот автомобиль КАМАЗ новый был с спасательным инструментом. Но, к сожалению, он оказался не вездеходом. И на пожары, которые реагируем на территории района, мы на пожар приехали, потушили, а обратно вытаскивали нас трактором. Поэтому здесь лучше, конечно, чтобы они были вездеходы здесь. Это вот по ГОСТам такое должно быть. Да. По ГОСТам. Такие пожарные части, я везде много где был, но в России мало таких пожарных частей. Разве что в Москве, Подмосковье, наверное, конечно же, они есть.
Ну вот это вот кирпичная кладка, я вижу, да? Да, Это? полностью кирпичная. А вы хотите Мы быстро хотим задим? возводимую конструкцию следующей панели. Самое главное, и там быстрота его строительства. Вот в Гафурийском районе, в Красноуфорске, вот такую же пожарную часть запроектировали. Сейчас уже в плане строительства. Да, вот сейчас как раз решается вопрос, включить в РАИП или нет. А вы когда хотели строить? Начать? Уже В этом проект году? готов. Проект готов. В этом году А экспертиза есть, да? экспертиза есть, все готово. Там в чем проблема? Здание аварийное в Красноуфорске. И туда нужно ставить автолестницу еще, потому что Красноуфорск большой санаторий, и там высотные здания есть. И дальнейшее развитие, если дальше еще будет, тем более нужно. А вот здесь вот сколько человек работать будет? Здесь у нас 40 человек. Из них 24 человека 40, пожарная часть, да. 14 человек отряд, 2 человека это Ну, это такое Роскомнадзор. большое предприятие, по сути. Ну, оно предприятие, надо учесть то, что сутки через трое еще они дежурят, поэтому в дежурном карауле не так много человек оказывается. Но я имею в виду, все равно это рабочие места, опять же. Вот. За полгода у нас с гибелью на пожарах какая ситуация? У нас на сегодняшний день минус 28. Минус 28. В людских жизнях, да? А в процентах Это процентах 7%. 7%. Падение, да? Да. 28 человек тоже хорошо. Это получается, если мы так поработаем дальше, ну еще 28, ну 20-30 человек, вот считайте, маленькую деревню спасем. Ради Фаридович, если мы учтем еще те извещатели, которые мы закупаем и отдаем гражданам, то сколько, больше 200 человек, у нас уже только мы знаем о том, что они спасли людей и вывели. Да, потенциально они... Да, их разбудила эта сирена, этот датчик, и они встали, вышли и спаслись. Своих детей вывели из дома. Мы там сейчас спорим. Дело в том, что во многих субъектах сейчас в связи с разными процессами и болеют люди и так далее, там смертность растет. А у нас падает смертность. И мне начинают говорить, что вот что-то вы там рисуете. Я говорю, мы ничего не рисуем. Мы спасаем пожары, мы спасаем утопление, ДТП, болезни и так далее, суициды, случайное отравление алкоголем. И у нас смертность падает. Даже вот несмотря на вот эти все ковиды, не ковиды, на сложную экономическую ситуацию, у нас смертность падает. Вот держать ее надо. Вы когда сдаете это все? В конце июля. В конце июля, да? Все, то есть уже на Сейчас дежурство. уже мы отрабатываем с Госстроенадзором, поэтому объект же он строился в рамках столетия, и, соответственно, средства были, скажем так, урезаны. И отсюда из сметы убрали часть оборудования инвентаря, без которого мы сможем объект сдать. А какое оборудование? Это мини-АТС, допустим, по всему зданию. Это нужно не только нам пожарной части, но и ЕДС в том числе это нужно. Это мебель, верстаки и так далее. А так вот здесь в основном местные будут работать, да? Да. Местные? А вот они, вот офицер стоит, они... Пойдемте, да. Это мой заместитель, он просто расскажет назначение помещений. Добрый день. Ну, это у нас учебный класс, здесь у нас проходит обучение личный состав. Личный состав у нас учится практически круглогодично, за исключением 2 каникулярных, так скажем, в году. Здесь у нас располагается парты, ежедневно личный состав, выступающий на дежурство, соответственно, приходит, в соответствии с расписанием занятий, изучает тактику, технику, профилактику, значит, основы безопасности. Также этот класс в дальнейшем будет предназначен для обучения добровольцев, которые будут приходить. Но самое главное, в том старом здании депо мы не могли привести детей, чтобы показать им наглядно то оборудование, которое у нас имеется, которое раньше стояло на вооружении. Сейчас мы это все будем выставлять, дети будут приходить, смотреть, соответственно, будет прививаться основа безопасности жизнедеятельности. 1939 года, я шучу, основная задача этой пожарной части не сгореть самой, потому что когда я там был, это страшно. Там, ну, просто это... Да, то есть это в 1939 году было приспособлено данное здание. Далее в 1967 году был организован пристрой к этому зданию, устроена административная часть. Но сейчас вот оно выглядит в таком виде. Вот видите. А вот сколько народу здесь Да. работает? То есть это весь личный состав. Это ваши, да, это получается? да. Прием пищи, комната приема отдыха. Здесь база ГДЗС будет. В дальнейшем это аппараты обслуживаются и будем заполнять здесь воздухом также.
Справа это вот как раз комната для отдыха личного состава подготовлена. Это вот когда на дежурство заходят? Да, они будут здесь на дежурстве отдыхать, круглосуточное дежурство, поэтому места достаточно, светлое и хорошее. Там дальше диспетчерский пункт, бытовые помещения, кабинеты. И здесь комната приема пищи для личного состава. По мере обживания запах пищи будет, будет все обжито, все будет нормально. Посуда появится. Светлое, хорошее помещение, прямо не нарадуемся. Здесь пультовая, откуда происходит управление всем процессом. Здесь дальше идет теплокамера, где пожарные в боевой одежде производят занятия, силовые нагрузки. Дальше уже идет дымокамера, где с помощью театрального дыма формируется, значит, задымляемое помещение, где уже пожарный отрабатывает психологическое. То есть там добавляется звук. Ну, сейчас пройдете, посмотрите. Включите звук. Да, там получается у нас Это в боевой одежде они проходят здесь испытания. 3 этажа, значит, узкие пространства, и они... Конструкции меняются, для каждого конструкции меняются. То есть они по лабиринту должны пройти, звуки плача детского и так далее. Очень полезно для самих пожарных, для психологического формирования личности и для знать, физическая подготовка есть у него для того, чтобы он шел сюда или нет. И такие занятия мы обязаны проводить. Да, я даже не знал. Если мы на полуприцеп, допустим, вот такой вот закупим, мы просто, у меня водитель и инструктор, и зато все будут обучены. Очень полезная штука для вот пожарных. Вот в такой боевой одежде они ходят у нас. А так вообще вот спасательная техника, всевозможные там, я не знаю, там манипуляторы, все это есть у вас? У нас есть поисково-спасательный отряд российский, то есть филиал Нижегородского, он у нас находится на Менделеево. Там все эти вездеходы, снегоходы, квадроциклы и так далее, инженерные техники, снегоболтоходы. Все это есть. Реагирование на поиск туристов или еще что-либо, все это у нас есть. Кроме того, они обучены скалолазанию, на водных объектах обучены спасать. То есть все это есть у нас. Спасибо. До свидания. Хорошей службы. Спасибо. Да. И поменьше пожаров, да? Да. А вот как у МЧС говорят? Какое пожелание? Сухих рукавов. Сухих рукавов, да. Позвольте? Да. Поручение по этому объекту мы слышали, достроим, поможем, а в целом смертность снижается у нас в Республике Башкортостан, Да, в том числе и снижается. Я пожаров. об этом не устаю каждый раз говорить. Не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы вновь бить тревогу, что и вновь людям говорить, что если какой-то проблемой заниматься серьезно, то можно решить любую проблему, как в том числе и снижение количества людей, погибающих на пожарах. Вот надо мной даже посмеивались, что ты носишься, вот ты вроде руководитель большой республики, занимаешься этими маленькими извещателями. Но я просто заставил сперва там для определенных категорий, сейчас еще расширили категории. Ну вот мне сейчас они говорят, это, говорят, еще не считаете, потенциально за полгода порядка 200 случаев, когда люди проснулись, уже горели из-за извещателя. И спасли, возможно, то есть, других. То есть у нас погибло-то значительно больше бы, если бы мы вот это не делали. Конечно, ну, а я к людям погонным всегда отношусь с уважением. У них очень сложно, спасатели, пожарные. Вон же они, видите, до сих пор у них машина стоит в помещениях с земляными полами. Тут еще не початый край работы. Спасибо. Открывать или не открывать детские летние оздоровительные лагеря в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. В каждом регионе Российской Федерации особый подход к этому направлению. Глава Башкортостана Ради Хабиров в Кушнаренковском районе, в лагере, который уже готов принять ребят, Горском. У нас здесь занимаемся отдыхом как в летний период, так и в каникулярный период. То есть и осень, и зима. Строение все капитальное, центральное отопление, центральное водоснабжение. Действуем круглогодично. Ух ты. Во время не каникулярного периода, Это рециклеры? это я уже приобрели, бактерицидные, Да, которые разрешены во время, где дети находятся. Здание 87-го года постройки находилось раньше здесь СПТУ, училище. Здесь настольные игры дети занимаются, шахматы, хоккей.
Здесь туалеты, везде по Санкину все соответствует. Нормы, ногомойки, руки вот новые технологии применил. Больше такие душевые. Душевые, да, вот здесь душевые находятся. Когда дети заезжают местами лавочки. Это мужская, женская или? Да, мы разделяем. Мужская, женская. То есть это блок мужской, да? или? Правое, левое крыло, да. Тут находятся вместе, заезжают. Ну вы готовы детей-то Мы принять? готовы. Все заключения прошли. Ну, дети с желанием нет приходят. Огромное желание. Серьезно, да? Да. Они плачут, когда уезжают. У меня двое детей здесь отдыхали, они когда отсюда уезжали, они плакали. На закрытии этот был такой, тут они творческие номера делают, тут общаются. Родители просят, все просят. Начал привлекать с других городов нашей республики. С желанием приезжали в том году несколько. А питание как организовано? У меня своя столовая, Ради Фаридович. У меня нету аутсорсинга абсолютно. Ни по охране, ни по питанию. Я полностью за свой счет. Актовый зал здесь, проектор, просмотр фильмов. Если дождь, дискотеку здесь проходим. Какие по какие классы? Тут не классы, тут с 7 до 15 лет. Школьный возраст, да. Школьный возраст проходит. Потихоньку делаем, здания все старые, потихоньку своими силами. Ну, я вижу, вот тут да, потихоньку делаем, подкрасили делаем потихоньку. чуть-чуть, да, вот сейчас. Желание развивать огромное, потенциал очень большой. Сколько территории гектар? 3,5 гектара. Мы бы хотели бы актовый зал быстро возводим, вот этого очень не хватает. Ну, на 150 хотя бы мест. Загрузка 128, плюс вожатые. Ради Фаридович, это моя мечта, что было, ну, в таком состоянии, действительно, фасад, сейчас кровля. существующие Все, вот это все все существующее, да. Столовая где? Столовая, вот, пройдем тоже сейчас покажу, там тоже ремонт. Это консервация. Моя вот желание, да, вот ОВЗ бы тут сделать. Условия все есть, Ради Фаридович. И колясочки, инвалиды ко мне приезжали, у нас вот Порядка 15 детей, если там делать будет. начинать можно. Сотрудничаем с ФОКом, с музеями, со всех вот вводим. Хорошо, раньше бассейн, вот мы там плавали в прошлом. Но в этот раз, если они зайдут, они все, их закроют и все. А бассейн где? В смысле, в твоем? А мы рядом с ним, мы же проедем в этот день. Да, 4 дорожки, наш ФОК хороший. Я подумаю, мы же вот сейчас делаем систему вот этих, ну, башкирский Артек, не Артек. Вот в Илишском районе мы делаем, потом в Белорецком делаем, потом в Ишимбайском будем делать. Но здесь очень рядом с УФР. Да, уфимские детей. Ну тут уж. Логистика, они меня А спрашивают. здание стен-то нормально? Это не фундамент-то нормально, да? Там метровый, хорошая сцена. А сколько здесь этот коллектив у вас? 41 человек. У меня еще педсотрудники есть, доп. Образование. У меня лицензии все есть. Ага. У меня Вот охват слушайте, 812 если мы человек. сюда детей пустим, как будете от ковида беречься? Консервация. Вот я оборудование все закупил. В каждом этаже, в каждом крыле будет бактерицидные лампы стоять. Тут это обрабатывается все. А вот масочный режим кто будет носить? Масочный режим будут носить сотрудники. Дети точно не будут. Дети нет. Дети нет, потому что это очень тяжело. Здесь ручной, электрополотенцесушители, водонагревательные бачки. Ремонт делаем потихоньку. Это вот для течения зимы. Покрасил было, ну, как раньше, СССР, зеленое и серое. Вот потихоньку своими силами модернизируем, делаем. Ну, поярче уже стало. Рассадку сделали вот уже, согласно Санпину, по 2 человека на стол. Здесь я хочу сейчас, здесь чугунные. Я хочу сейчас энергоэффективные, железные. Ну да, оно нагревается Но у вас. они индукционные, Ради Фаридович. Индукционные надо уже менять посуду. А тут не требуется. Уже будет на 20% экономия. Но дети, наверное, хотят сюда выиграть. Очень. хотят, Тут да? со всей Башкирии. Провожу зорницы, провожу вот спецназ подразделение «Вымпел». Мы хотели российские сборы провести, но не получилось. Да, вот май-июнь хотели сделать. Много сюда приезжает. Баскетболисты, волейболисты, байдарочники, вот ФОК приезжает, они занимаются там в зимний период. Нужно развить, это очень, смотрите, воздух, все хорошо тут. Хажину представить предложение по развитию лагеря этого, а поэтому я подумаю. Но вы сможете обеспечить масочный режим, вот это все. Полностью все. У меня уже закуплено, я готов уже был открыться, Ради Фаридович. Все у меня было. Ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо.
Глава Башкортостана Ради Хабиров едет на центральную площадь села Кушнаренково. Она пока в строительных лесах, но особые условия федеральной программы формирования современной городской среды, в рамках которой ее благоустраивают, обязывает подрядчиков сдать объект к концу 2020 года. Здесь история, вот эти три, значит, непосредственно круга, это три деревни, которые были на месте деревни Топорнина, которая стала потом основанием Сейчас Кушнаренкова. администрация вот это или это? Где администрация, чтобы я понимал? Так, администрация, так, вот Октябрь. вот она. А, администрация. Вот она, да, вот она. Вот ага. здесь мы планируем памятник. Значит, это сцена. Это река у нас, которая символизирует реку Белую. Значит, здесь вот это мы делаем из камня. Кстати, камень учелинский. В этом году у нас как бы на две части разбито. Мы сделаем вот эту дорожку, мы сделаем велотропинку, мы сделаем освещение и подставки под вот этот. Час главы, Ради Федорович? Да. Традиционный? Да, обязательно. Нам пообщаться с главой нужно. Внутри ремонт делал, да? Нет. Это то, что было, да? Это то, что было. Ага. Пока надо проектом сделать, ремонт потом будет. Как я вижу развитие? Это сразу направлений несколько. Это, во-первых, первое направление, это, конечно, туризм. Сейчас я активно завожу, и я хочу объединить весь туристический кластер, весь туризм под единое начало. Мы сейчас уже людям говорим, я говорю, мы выигрываем у всех. У нас федеральная трасса. Единственное, Ради Федорович, конечно, немножко нас душит подымаловское горлышко, так называемое. Потому что в пятницу вечером мы стоим в субботу, ну, то есть вот этот выезд, вы, наверное, тоже сталкивались с этим, объезжаем там по Дмитриевке и так далее. Вот. Но, тем не менее, логистика шикарная. Я говорю, и те ребята, у каждого есть какой-то свой туристический потенциал. А это наша площадь, вот. Данилов, он, предположим, делает рыбу, да, вот там рыбную, ну, то есть вот все. Потом экологическое сельское хозяйство с переработкой. У нас даже был, конечно, проект, и там он в конце есть, это проект агропарка. Мы его подготовили, значит, уже землю нашли, 30 гектар прямо на трассе с разгонной полосой. Ну, единственное, что там сложности с получением, конечно, субсидий, потому что оказывается, что субсидии в рамках постановления правительства даются либо Северо-Востоку, либо Зауралью. Вот тут мы немножко, конечно, скажем это. Но, тем не менее, если там сделать агробиотехнопарк «Сармат», мы его вместе с корпорацией развития продумываем, это было бы очень интересно. Очень интересно, потому что это федеральная трасса. Значит, по сельскому хозяйству основные игроки кто у вас? У нас, как я и сказал, у нас Башагроинвест, у нас Султанаева. У них как самочувствие сейчас? Нормальное самочувствие. Башагроинвест, он хорошо, он сейчас, мы с ними очень плотно взаимодействуем, я сказал, непосредственно сейчас по следующему проекту, по вот 1200 строительство собирается в Старокурмашево, помните, они на инвест сейчас заходили. По Башагроинвесту я сказал, что мы на их письма отвечаем максимум 2 суток. То есть мы бросаемся делаем. Сейчас они взяли более хороший проект 1200 по принципу Красной Башкирии и собираются выходить, уже вроде бы им добро дал, значит, Сбербанк, они собираются в июле-августе выходить на площадку. Остальные игроки тоже чувствуют себя, в принципе, неплохо. И Султанаева у нас это основные как бы переработчики молока и мяса. И Рамазанов, в принципе, чувствуют себя хорошо. По предпринимательству как у нас рост идет? Нет? У нас рост идет, мы 4-й по росту, Ради Федорович. У нас в основном средний и малый предпринимательство, как говорится. Очень помогают ваши инвест-часы, Ради Федорович. Понятно, что мы, как говорится, это массово идет. А вы где проводите их? Здесь? Вот я вот так сажусь, они вот здесь садятся. Мы все садимся, все делаем. Вот, очень ждем мы скоро, у нас, значит, пойдет фидлот на 3000, кстати. А кто? Вот Пшеничников, ТД Пшеничников, там его забыли написать. Вот, это очень хороший на самом деле проект с ребятами есть. Ну, то есть там несколько очень больших, хороших проектов у нас ожидаются и в области сельского хозяйства, и в области, скажем так, газомоторная скоро будет у нас заправка. То есть вот такой у нас идет. Идет переработка, то есть, постоянно как бы идет общение. Немножко коронавирус нас, конечно, подвел. А по Ильмульзину там в какой стадии? Вот тут инвестиции 30 миллионов, да, должны быть? Это вот, да, она подала на федеральный грант Ильмульзина. Создание очень красивой башкирской деревни. Она тоже ее планирует сделать под Апимондию. Для того, чтобы можно было делать гостей. Очень красивый проект. Она ждет федеральные деньги, федеральный грант. Но мы с ней очень плотно с Юлией Валуевой работаем. Вот. Тогда смотрите, тогда мы по здравоохранению мы там решение приняли, по поликлинике. Я сейчас с министром переговорю. Может быть, даже он был здесь, нет, министр?
Был, нет, министр не мог. Ну, я министра сюда пришлю и с вами отработает по поликлинике и в целом посмотрит. Значит, по ФАПам тоже вы ему скажите, что происходит. Мы ФАПы это вылечили. По площади, сейчас я позвоню министру финансов, площадь сделайте в этом году. Да. В этом году сделайте, меня пригласите, я с удовольствием приеду. Это будет честь. Вот, по туризму я Нафикову тоже скажу, пусть приедет сюда с вами, посмотрит. Так, чтобы вы так динамично развиваться начали, да, потому что, знаете, тут одно время чехарда была кадровая. Надеюсь, вы это все решили и так уже спокойно можете двигаться вперед, да? Есть команда. Вот тогда, ну вот будем считать, что я говорю, вот будем считать, что первые этапы там прошли организационные, да, и с людьми надо, как я говорил, чаще встречаться, разговаривать. Люди тут очень работящие, но с характером, поэтому с ними надо общий язык находить и спокойно проводить свою линию. Позвольте. Социально-экономические показатели Кушнаренковского района, ну, скажем так, выше среднего, да, в целом по республике. Ну, просто мы исходим из того, что и по локации, и по природным ресурсам, и по трудовым ресурсам район должен претендовать на гораздо более высокие позиции. И вот я считаю, что мы в свое время, и нас поддержал совет, и удачный выбор сделали. Все-таки вот, в некотором смысле Руслан Ринатович, все-таки мы его десантировали сюда. Но вот первую задачу он выполнил, он нашел общий язык, на мой взгляд, с зрителями, что очень важно. До свидания. Вот, сформировал команду, видите, и так вот очень в русле всех наших современных там представлений работает. Вот. Ну, очень удручающая картина здравоохранения здесь. Меня убила просто поликлиника. Жалоб было очень много. Да. Она просто, я говорю, убила эта поликлиника, поэтому будем думать, что... Но принято решение относительно того, что хотя бы капремонт есть. А и капремонт сделаем, добавим. И, ну, есть много чем заниматься. Ну, я думаю, что по экономике они сами справятся. Так, мы создадим необходимые условия. Но от здравоохранения мы сделаем. Ну, цель вашего визита ведь не точечно 1, 2, 3 объекта, а в целом дать толчок, новый вектор развития. Я же не могу там предметно, это не моя работа. Для этого и глава здесь есть наделенные полномочиями. Я думаю... Здравствуйте, Рад Харьевич. Можно вас на минутку? Ага. Тут 2 шага к нам на Партизанский 9. Зашли бы, посмотрели бы, в каком состоянии здания. У нас там общежитие, даже вообще, вот вы сами посмотрели бы, увидели бы. Объяснять только не хочу. Все проблемы в том, что все приватизировали. Как бы это здание все, они частные собственники. Очень и плесень на стенах, я даже показать могу. Управляющую компанию, вы создали управляющую компанию вот здесь у вас? Давайте мы с вами еще встретим. Конечно, я знаю. Давайте я сделаю так. Вот сходите, что они будут, наверное, плохо. Слушай, ну туда может быть программу подъездов наших там или какую-то там. Там очень, да, проблемный дом, я сейчас объясню. Ну да, так нет, давай я прям. Делаем, да. Нет, подожди, давайте я поручение прям дам и так далее. Хорошо. Там все с детьми живут, плесень прям в комнатах. Давайте, как адрес? Партизанская 9. Партизанская 9. Сколько человек там живет? Там 35-36 комнат. 6 комнат, и все с детьми маленькие. Вот, да. И комнаты маленькие. Для многодетных какое-нибудь расширение нет? Сейчас, нет, такого нету. Такого мы и найдем. Я попробую навести порядок, не попробую, а наведу. Вот поручение главе, чтобы он, ну скажешь, навел порядок. Сейчас июль. Август, сентябрь. Я в октябре приеду к вам, заскочу туда, посмотрю. Вот я главе 3 месяца даю. Но пока вот давайте, раз вы просите, мы там наведем порядок. Хорошо. До свидания.